На прошлом уроке мы с вами изучили настоящее время глагола сложную форму. Сегодня предлагаю посвятить весь урок закреплению материала, а именно мы будем строить, составлять предложения. Итак, приступаем. Прежде чем приступать к построению предложений, давайте вспомним, как образуется настоящее время глагола сложная форма. А до этого вспомним, как образуется простая форма. Мы берем 4 глагола тур, жюр, отер, жатер и добавляем личное окончание. Личное окончание, первое лицо мын-мын и второе лицо сын-сын. Эти же глаголы, эта форма, и будут вспомогательные глаголы, когда мы будем составлять сложную форму. И запомните, что вспомогательные глаголы не отдают свои окончания основным глаголам. Как я вам уже рассказывала, бутерброд. Как он строится? Основной глагол сыр, колбаса, паштет, сливочное масло, ып-эп-п и вспомогательный глагол, то есть хлеб, булка, батон, а именно тур, жюр, отер, жатер и личное окончание. Итак, формулу мы вспомнили. Теперь давайте составим предложение. Сен, терезене, жуып, жатырсын. Смотрим. Есть основной глагол жу, мыть. Добавляем уп, суффиксы. И у нас вспомогательный глагол жатер с личным окончанием. То есть это настоящее время, сложная форма. И терезене – это винительный падеж, окно. Ты сейчас моешь окно. Прямо сейчас, в настоящую минуту. Мен дукинге баража термен. Окончание ге в слове дукинге нам показывает, что это дательно-направительный падеж. А почему баража термен, тоже помним, да? Бару, апару, келю, акелю – это глаголы исключения, которые любят лежать, жатер, в переходном времени. Поэтому мы добавляем суффикс «а», суффикс переходного времени, и обязательно используем глагол жатер. Мен дукинге баража термен. Я сейчас иду в магазин. Сен харакатты акеле жатырсын. Здесь тоже акеле слово исключение. Попробуйте перевести самостоятельно. Правильно. Ты сейчас приносишь черную смородину. Мен үстелде сюртеп отырмын. Как вы думаете, как нужно перевести предложение? Правильно. Я сейчас вытираю стол. Сюрту – вытирать, мягкое. А теперь давайте попробуем с русского языка перевести на казахский. Я положила ковер на пол. При этом сейчас при составлении предложения мы будем использовать не только глаголы настоящего времени, простую или сложную форму, но и все ранее изученные времена. То есть я положила, это давно прошедшее очевидное время. Положила, что ковер – это у нас винительный падеж, и куда положила? На пол – это дательно-направительный. Что у нас получилось? Мен еденге келемде салганмын. Ты сейчас ковер подметаешь. Подметать будет сыпыру. Давайте попробуйте самостоятельно. Правильно. Сен келемде сыпырып турсын. Ты собрал яблоко, грушу, сливу. Что у вас получилось? Правильно.
Сен алманы алмурты, алхурыны женагансен. Я сейчас мою яблоко, грушу, сливу. Обратите внимание, слово мою, жу мыть. Две гласных у. У буква у нас коварная, она может быть и гласной, и сонорной. Поэтому при составлении настоящего времени глагола сложной формы, что у нас получается? Мен алманы, алмурты, алхурыны, жуйб, отермен. Хорошо. Далее. Я сейчас принесу мясо, рис, масло. Прям сейчас. Это настоящее время глагола, сложная форма. И принесу – это слово исключение. Акелю. Мен етте, көреште майды, акеле жатырмын. Ты положишь в казан мясо, рис, масло. Положишь. Это будет переходное время глагола. Как у вас получится предложение на казахском языке? Сен казанга етте, көреште майды саласын. Хорошо. Ты купила чай, конфеты, варенье. Уже купила. Помним? Мы учили новое слово сатып алу, покупать. Здесь у нас будет давно прошедшее время, очевидное. Сен шайды компетте тосафты сатып алгансен. Здесь окончание будет принимать второе слово алу. То есть все то же самое. Сатып мы не трогаем. Всегда все изменения будет со вторым словом алу. То есть окончание давно прошедшего времени ган мы добавляем к слову алу. Сатып алу покупать. Сатып алгансен ты давно купила и была очевидцем. Я сейчас кладу чай, конфеты, варенье на стол. Продолжайте, переводить, как у вас получается. Мен шайды компетте тосапты салы отермен. Смотрите, какие уже большие предложения мы с вами составляем. Молодцы. Ты лежишь на диване. Это будет простая форма настоящего времени глагола. Сен диванда жатырсын. Я вытираю зеркало. Это будет сложная форма настоящего времени глагола. Мен айнаны сүртеп отырмын. Ты сейчас берешь книгу. Берешь, это будет тоже сложная форма, потому что сейчас. Сен кытапты алып отырсын. Я сейчас уношу вешалку в сад. Уношу слово исключение. И это сложная форма настоящего времени глагола. Мен элгеште бакка апара жатырмын. Разбираем. Бакка — это куда? В сад, дательно-направительный. Элгеште — винительный. И апара — слово исключение. Мен элгеште бакка апара жатырмын. Я смотрю на стену. Это у нас сложная форма. Попробуйте перевести самостоятельно. Мен кабыргага карап отырмын. На стене черная картина. Кабыргада кара сурет бар. Помним, да, если у нас нет, если речь идет о третьем лице, мы еще не проходили третье лицо, то мы можем использовать глагол бар. Есть. То есть на стене есть черная картина.
Я сейчас думаю. Сложная форма как будет? Мен ойла отермен. Ты уже подумал. Это давно прошедшее время. Сен ойла гансен. Сен ойла гансен. Ты продаешь творог, молоко. Прямо сейчас продаешь. Сложная форма. Сен сүзбене сүтте сатып турсын. Я покупаю сыр прямо сейчас. Вот опять будет интересно. Сейчас давайте рассмотрим, как будет образовываться сатып алу покупать. Мен эремшекте сатып алып отермын. То есть, как я вам и говорила, слово алу только меняется. Сатып нет. Сатып алып. Алып это у нас имеет суффикс ып, который показывает, что это основной глагол, сложная форма. И отермын вспомогательный глагол. Я почистил крышу. Давно и был свидетелем. Крыша, как и потолок у нас, да? Тубе. Мен тубене тазалаган мын. Ты помыл полы. Или пол. Пока мы множественное число еще с вами не проходили. Сен еденде жугансен. Ты стоишь в саду. Стоишь простой глагол, значит это будет простая форма. Сен бакта турсын. Я сижу в саду на стуле. Мен орындыкта бакта отермын. Продолжаем составлять предложение. Ты идешь в театр. Это будет настоящее время. Но здесь будет зависеть. Можно сказать сен театрга жюрсен. Это мы будем использовать простую форму. Вот ты прямо сейчас идешь. Но можно сказать и по-другому. Сен театрга баража торсен. Это тоже будет ты прямо сейчас идешь. И сложная, и простая форма может использоваться. Я сейчас смотрю в окно. Мен терезиге кара отермен. Теперь давайте выучим несколько новых слов. Бр 1, еке 2, үш 3, торт 4 и без 5. Бррр. Так говорит человек, когда он один на морозе. Он замерз и говорит: бррр, холодно. Я один, меня некому согреть. Выделено бр, выделено один. В словаре у нас бр 1. В России правила Екатерина II. Мы все знаем, да, Екатерина II, великая императрица. Поэтому мы легко можем запомнить, что еки выделено ек и слово вторая, и еке 2. Кукиш делают из 3 пальцев. Вот попробуйте, соберите кукиш, вы сразу видите, что задействовано только 3 пальца. Выделено уш и выделено 3. Уш 3. Торт лучше всего делить на 4. На 4 части делится прекрасно. Значит, торт будет 4. Без 5 минут, мы все так говорим, без 5 минут 5, без 5 минут 6. Ну, лучше всего запомнить без 5 минут 5. Без 5. Еще раз повторим слова. Бер 1, еке 2, үш 3, торт 4, без 5. Бррр, холодно. Екатерина II. Кукиш 3 пальца. Торт делить на 4 и без 5 минут
5. Итак, 14-я подсказка. В казахском языке существительные, которые стоят за числительным, не принимают окончания множественного числа. Сейчас поясню на примере. Как говорят на русском языке. Орех один, но 3 орешка. На казахском языке будем говорить 1 орех и 3 орех. Вот о чем я говорю. Давайте разберем на примере. Бір терезе, 1 окно. Екі кілем, 2 ковра. Хоть бір кілем, хоть екі кілем. У нас никаких изменений после буквы М нет. Үш кабырга, 3 стены. Стена 1, но 3 стены, множественное число. Үш кабырга, бір кабырга. Будет одинаково. Төрт перде, 4 шторы. Тоже никаких дополнительных окончаний. И без орындык 5 стульев. Вот тоже очень хорошо показано. 1 стул, но 5 стульев. А здесь будет без орындык, бер орындык. Екі, үш, төрт, неважно сколько, но будет всегда орындык в единственном числе. Бер үстел, это будет 1 стол. Екі диван, 2 дивана. Үш кереует, 3 кровати. Торт есік, 4 двери. И без сурет 5 картин. А теперь давайте составим предложение, используя новые слова. В доме 1 крыша, 2 двери, 3 окна, 4 стены, 5 кроватей. Поскольку здесь нет глагола, то будем использовать бар. Итак, уйди в доме где? Да? Уйди бір төбе, 2 есік, 3 терезе, 4 кабырга, без кереует, бар. Мы просто называем цифры, а существительные никак не меняются. Еще давайте попробуем. У меня 1 яблоко, 2 груши, 3 персика, 4 граната и 5 слив. Попробуйте самостоятельно перевести. Менде бір алма, 2 алмурт, 3 шабдалы, 4 анар, без алхары, бар. Вот заодно мы с вами повторим все фрукты, ягоды. Ты мне продал 1 вишню, 2 клубники, 3 малины, 4 черной смородины. Сен маган бір шиене, 2 кулпынайды, 3 танкурайды, 4 каракаты, сатканцы. У вас также получилось. Мы добавляем только окончание винительного падежа. Я тебе, возможно, дам 5 конфет с вареньем. А почему в скобочках написано с джемом? И джем, и варенье, в принципе, это одно и то же. Есть же конфеты, которые кусаешь, а внутри варенье или джем, или повидло. Вот такие конфеты. Я тебе, возможно, дам. Возможно, дам – это предположительное время глагола. И тебе – это местоимение исключения саган. И не забывайте, что конфеты – это будет винительный падеж, а с чем с вареньем – это творительный. Попробуйте перевести. Мен саган, без компетен, тусапен, берермен. Молодцы! На этом урок закончен. Сегодня мы с вами закрепили одно из самых сложных времен глагола. Это настоящее время глагола, сложная форма. Выучили 5 цифр. Составили много предложений. Если вам было что-то непонятно,
пишите в комментариях. Если урок вам был полезен, ставьте лайки. И не забывайте подписываться на канал. Спасибо за просмотр. Пока!